этими железными дверьми живет злостный неплательщик. Задолжал 500 тысяч рублей. От судебных приставов скрывается больше 5 лет. Меняет адреса, работает неофициально. Вот и сегодня на пороге он не появился. Оставили повестку. Судебный пристав будем? По другому адресу дверь приставам не сразу, но открыли. Оказалось, 33-летний должник проживает с родителями. Нигде и никогда не работал. 6-летнему ребенку задолжал больше 150 тысяч рублей. Нет, а что это? Что за протокол переписки? Неуплата алиментов. Нет работы, говорит этот неплательщик. За него алименты пару раз выплачивала мама. Я перечисляла 2 месяца. Вы со своего перечисляли? Я ее, местюж, Своего имущества у должника не оказалось. Изъяли лишь телефон. Еще ограничили в управлении автомобилем, наложили запрет на выезд за границу. Если он в дальнейшем не будет оплачивать алименты, в отношении него уже у вас будет уголовное дело. Сейчас таких злостных неплательщиков в районе свыше 200 человек. Только в прошлом году на них завели 114 административных и 30 уголовных дел. Общая задолженность по алиментам на сегодня свыше 19 миллионов рублей. Значит, в среднем каждый задолжал уже порядка 95 тысяч рублей. Сейчас в республике началась акция «Вспомни о ребенке, заплати алименты». Приставы постучат в двери более 20 тысячам должников во всей республике. В прошлом году массовые проверки заставили неплательщиков внести по счетам 23 миллиона рублей. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ.